Ни для кого не секрет, что спорт полезен не только для здоровья, но и для поступления в желаемый вуз. Ребята со всей Уфы здесь сдают нормативы ГТО. Уфа сдает нормы ГТО. Здесь проходит сдача нормативов сразу по нескольким дисциплинам. Бег, прыжки в длину, отжимания, пресс, челночный бег. Лучшие школьники из 7 районов башкирской столицы стараются выжать максимум из своей физической подготовки. Как ты сдал нормативы ГТО? Уже, получается, сдал почти все нормативы, не считая пресса. Вот сейчас мы только закончили бегать. Я должен был пробежать достаточно хорошо, но я пробежал на серебро, как мне сказали, из-за того, что я запутался в кругах. То есть, получается, я думал, что я бегу 9-й круг, наоборот, то, что я бегу 8-й круг, но на самом деле я бежал 9-й. Почему ты решил сдавать нормативы ГТО? Потому что в нашей школе наш учитель по физкультуре рассказал нам о ГТО, о том, что завтра можно сходить вот сюда, сдать все нормативы. И вчера мы как раз-таки зарегистрировались на самом сайте и пришли вот сегодня на ГТО. Впервые о нормах ГТО заговорили в 1931 году. Тогда сдавать ГТО была норма не только для школьников, но и для взрослых. На заводах существовали пункты приема ГТО. Тогда значок хотели получить вовсе не из-за дополнительных баллов при поступлении в вуз. Такого раньше просто не было. Иметь такой значок было чем-то нормальным. Все равно, что сейчас иметь мощный смартфон. А еще значок ГТО был первым условием для полета человека в космос, но, к сожалению, не единственным. Юля, скажи, пожалуйста, какой норматив сдавать сложнее всего? Думаю, это бег на большие дистанции, потому что очень сильно усложняет нагрузку, это там 10 кругов надо бежать, это очень сложно. Когда сбивается еще и дыхание. Как ты подготовилась к сдаче норматив ГТО? Это побольше заниматься, до кого какие нагрузки, это самая норма. А потом же усложнять и усложнять для своего же здоровья. Почти ежегодно нормы ГТО меняются. Выполнить тестирование становится все сложнее и сложнее. Уровень двигательной активности современных подростков оставляет желать лучшего. А значок ГТО – это еще один мотиватор к занятию спортом. Лучший из этих ребят получит дополнительные баллы ЕГЭ, а также золотой значок. Так что бегай, прыгай, отжимайся и будет тебе счастье. Эмилия Харатян, Рамазан Мусин специально для ГР Новостей.